Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: какой он вас видит и что он будет делать, предпринимать в сторону вас, в сторону ваших отношений. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты. Девушки, женщины мои хорошие. Смотрите, со стороны мужчины идет любовь, влюбленность и очень такие позитивные, светлые чувства. А вот с вашей стороны идут сомнения. Сомнения, переживания, какое-то недоверие в сторону загаданного мужчины. Знаете, что-то он вас заставил посомневаться, либо вы такой человечек, да, которому нужны постоянные, да, неоспоримые доказательства чувств и эмоций. Есть у меня такое предположение, что вы сейчас не вместе. Может быть, вы разъехались, да, каждый живет в своем доме, каждый живет в своей стороне. Либо какое-то, может быть, недопонимание между вами возникло, и вы, грубо говоря, там не сильно общаетесь в сегодняшнем дне. Девушки, мужчина здесь вышел не святой, врать не буду, абсолютно не святой, у него много минусов, но и также у него есть плюсы. Мужчина похож немножко на такого, знаете, шаловливого ребенка, либо эгоистичного ребенка, но вы на него очень позитивно влияете, либо вы в нем пробуждаете все то хорошее, что заложила матушка природа. Под вашим влиянием, либо ради вас этот мужчина хочет меняться, он хочет быть другим, он хочет быть лучше, чем, грубо говоря, есть в сегодняшнем дне. Метаморфозы происходят с этим мужчиной. Из его негативных сторон, да, из его негативных, минусовых черт, я хочу отметить какую-то ленность и действительно какой-то эгоизм. То ли он привык так, то ли у него в прошлом были такие отношения. Может быть, он долго жил с мамой. Да? Он больше привык в отношениях брать от женщины. Не давать, а брать. Может быть, это вас смущает. Но это такое, знаете, воспитанное качество, черта у этого мужчины. Как пришло, так и уйдет. Девчоночки, как пришло, так и уйдет. Не думайте, что он таким навсегда останется. Еще хочу отметить его отношение к времени. То есть для него время, оно просто бесконечное, резиновое. То есть он не ощущает времени, он не ощущает, что вот пришел момент, когда нужно какие-то конкретные шаги делать, какие-то конкретные предложения от него должны поступать. Вот он этого не ощущает. Ему кажется, что все нормально, да, вот все идет как идет. То есть я никуда не спешу, у меня еще там 9 жизней в запасе, да, зачем мне спешить? Но это банальное неумение распоряжаться своим временем, и не ощущает он, да, не ощущает момента. Здесь нужно подсказывать, здесь нужно не стесняться, не смущаться, не ждать, а именно подсказывать, либо направлять этого мужчину. Он, кстати, за это будет вам благодарен. Но следующий момент – это какая-то мнимая свобода. Он боится потерять свою свободу, только он не особо хорошо понимает, а что это и зачем это ему. Да, вот тоже какой-то глупый момент. Все это мешает, реально мешает, и, скорее всего, все это вас смущает. По поводу вас. Вы знаете, чего вы хотите, вы знаете, к чему вы идете. Пользуетесь вы какой-то мягкой своей женской силой.
вы не привыкли требовать, там, из глотки вынимать. Нет, 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 это вообще не ваш вариант. Вы больше в какой-то выжидательной позиции. Ну, как бы, в принципе, да, все правильно. Вы считаете, что раз он мужик, он должен делать, он должен решать, он должен двигаться, он должен вас добиваться, он должен вам предлагать. И вы сидите и ждете. При этом вы не просто сидите и ждете, вы нервничаете. А что так долго? Да? Постоянно на часики смотрите, либо на календарь, да? Что ж ты так долго не можешь решиться? Что ж ты так долго не можешь ко мне подойти? А где ты пропадаешь? А с кем ты пропадаешь? А нужна ли я тебе? А настроен ли ты серьезно? Да? То есть вот такие мысли, они просто как те червячки, да, точат ваш мозг, причиняя вам, кстати, душевные страдания. Действительно, вы страдаете из-за него. Из-за его какой-то расхлябанности, из-за его вот этого эгоизма и неумение принимать решения, либо нежелание действовать вовремя. Да, это вас очень беспокоит. Знаете, что мне нравится в вас? Вы девушка с сюрпризом. На самом деле, вы девушка с сюрпризом. Люди, даже он, вас воспринимает как такое эфирное, ангелоподобное существо. То есть кажется, что вы такой абсолютно спокойный, уравновешенный, очень добрый, положительный человек. Но при этом люди не замечают, что у вас достаточно острые ногти, что вы очень острая на язык, что вы умеете постоять и за себя, и за свое будущее, и за тех, кого вы любите. То есть это, вы это прячете, вы внутри себя прячете амазонку. Ну, одетый в костюмчик ангела, а на самом деле под этим костюмчиком прячется настоящая амазонка, такая боевая женщина, которая в огонь и воду пойдет ради своей цели, ради своего достижения. Здесь бы я, конечно, вам рекомендовала так не шокировать людей, которые вас окружают. И если бы вы хоть немножко проявляли бы свою амазонку, ну хотя бы там процентов на 10, то в вашей жизни было бы намного меньше неприятных моментов с неприятными людьми, с абьюзерами, с всякими негодяями и наглецами. То есть они бы вас просто обходили десятой дорогой. А так очень много таких людей вам встречается, и вам вот приходится от них отбиваться. Так, еще по поводу вас. Девочки, у вас есть женщина, враг, женщина-завистница, женщина, которая вас на дух не переносит. Это, конечно, не касается темы, но тем не менее вы должны об этом знать. Вы зашли на эту цыпку, я должна вас предупредить. Эта женщина уже давно на вас точит зуб. Я, к сожалению, на общей не могу сказать, кто она такая конкретно вам приходится, но вы должны знать, что от нее прям, знаете, веет угрозой в вашу сторону. И я думаю, что вы понимаете, о ком я говорю, ну, по крайней мере, догадались. Здесь нужно принимать какие-то меры. И здесь желательно действовать на опережение. Да? Не допускать стычек и столкновений с этой женщиной, не давать ей застать себя врасплох. Это очень важно. Знаете, как говорится, бей первой. Если вы сможете это сделать, если вы сможете нанести упреждающий удар, поверьте, вы отобьете у нее всякую охоту дальше с вами враждовать. А пока у нее, знаете, как развязаны руки, она может о вас судачить, говорить всякие гадости и даже делать какие-то гадости. Особенно если вы с этой женщиной как-то соприкасаетесь по рабочим вопросам. Вплоть до того, что она может вас подставить, либо в чем-то обвинить. Да, здесь нужно принимать меры, и я бы, конечно, еще советовала вам в энергетическом плане поставить себе защиту. Так, давайте я еще на оракуле гляну на вас и на этого мужчину. Посмотрю вашу совместимость на самом деле, потому что вы настолько разные. Ну, представьте, вы амазонка, а он такой испорченный ребенок. Ну, в кавычках, конечно, но тем не менее, да, та еще парочка. Просто хочу посмотреть глубже на него и на вас. Еще я хочу понять, что вас соединило, какая цель вашего союза вообще, как так вас угораздило, таких непохожих людей, сойтись. Так, мужчина, ну, змея, слушайте, он умный на самом деле, да, умный, талантливый, способный. Человек, который может всех удивить, но ему то ли время надо, то ли какие-то определенные условия. Он очень способный человек, и, кстати, у этого человека очень серьезные задатки психолога,
либо дар лекаря, например, да, может быть, такие способности специфические, вот руки у него необычные, хорошая энергетика, вот целитель мне почему-то прям идет. Угу. Человек с большим потенциалом. Знаете, этот мужчина рано или поздно выстрелит. И выстрелит так, что все завидовать будут. Сейчас все крутят у виска и говорят вам, да, зачем ты с ним связалась, он такой странный, он такой мутный, он такой непонятный, он вообще ничего не делает. А вы почувствовали его, у него крутой потенциал. Так, ну смотрите, какая вы пара, ну надо же. Змея и орел. Он по земле ползает, а вы в небесах летаете. Вы поняли, да? Почему меня это все смутило здесь? Вы очень независимая, очень самостоятельная. У вас очень крутая интуиция, и многие вещи, которых вы не понимаете, вы их чувствуете. Вы живете больше как по наитию. Конечно, вы и разумом пользуетесь, и аналитика у вас крутая, но больше идет наитие. То есть вы доверяете судьбе, вы доверяете высшим силам, вы позволяете высшим силам вас водить, указывать, вы видите знаки, вы их считываете, вы к ним прислушиваетесь. Вы такой человечек, интуит, очень яркий интуит. Плюс, мои хорошие, у вас все, как, знаете, под контролем. Вы привыкли все контролировать, и свою жизнь, и жизнь ваших близких людей. Ваш страшный сон — это когда все идет вразрез вашим планам, вразрез вашим ожиданиям. То есть для вас самое худшее — это когда вас застанут врасплох. Ну такая особенность. Кстати, вы по жизни очень фартовая. Но фарт к вам приходит либо такими маленькими, как вспышечками, либо одной, но очень яркой. Да? То есть как накопительный эффект. Там не везет, потом бац, и в лотерею выиграла, да? Либо там большой курс сняла. То есть и так может быть. Вам еще, кстати, свой потенциал предстоит раскрыть. И для вас желательно куда-то уехать, переехать, либо как можно чаще совершать путешествия, поездки, да, выезжать за пределы того места, где вы находитесь, проживаете. А у многих из вас отыграется, что ваша судьба — это какой-то глобальный крутой переезд. Переезд, который поможет раскрыть вам весь свой потенциал и начать ту жизнь, которой вы воистину достойны. Ну, кстати, вы оба интересные личности. Хорошо, что вас соединяет? Проблемы вас соединяют. Либо вас соединили для того, чтобы вы вместе справились с какими-то серьезными ситуациями, серьезными проблемами. Так. Кстати, да, у некоторых из вас отыграет, что вы вдвоем должны куда-то съехать, переехать. Причем переехать в какое-то очень крутое место и начать жизнь заново. Смотрите, он интересный человек, сильный, способный, талантливый. Вы не менее сильный, не менее способный, не менее талантливый человек. Но вот ему чего-то не хватает, да, умение распоряжаться временем, там, действовать вовремя, какие-то, может быть, там, комплексы свои побороть. Да? И вам чего-то не хватает. Вам не хватает вот этого элемента спонтанности, вам не хватает какой-то гибкости, легкости. Да? То есть вам не хватает, грубо говоря, того, что у него в избытке, а ему не хватает того, что у вас в избытке. Вас соединили для того, чтобы вы вместе преодолели какие-то сложности, какие-то проблемы и помогли друг другу поменять, улучшить жизнь, будущее, да? Обрести то будущее, которое вам соответствует, грубо говоря. То есть именно в паре, поддерживая, помогая друг другу, вы эти горы, да, эти проблемы вы преодолеете, либо вы вместе должны куда-то уехать, переехать. Да, туда, где вы и он, и вы раскроетесь целиком и полностью. Ну, видите, как высшие силы, они мудрые, они все знают, видят наперед, умело тасуют карты судеб, и вот такие результаты. Значит, я не вижу у вас никаких соперниц, ровно как я не вижу никаких соперников для него.
Чувство, интерес у вас взаимный, обоюдный, но вы по-разному его транслируете. Если этот товарищ не спешит, считая, что у него там еще огромный временной запас, то вы, наоборот, чувствуете, что время поджимает. Значит, мои хорошие, друг от друга вы никуда не денетесь, как бы вы ни старались. Это первый момент. Второй момент. Высшие силы в пару вас поставили, задачу перед вами поставили, да, преодоление этих проблем, либо переезд. И это будет, это обязательно будет. Так, чего вам ждать от этого мужчины? Не сейчас, но чуть попозже, где-то в течение 2-3 недель, этот мужчина сделает вам какое-то просто умопомрачительное предложение. Я не могу сказать, чего конкретно это касается, вы все слишком разные. Но он что-то ищет, смотрите, вот видите, он сидит и ищет что-то в компьютере. Да? Вот компьютер стоит перед ним, и он там что-то ищет, он там что-то делает. И вот это предложение, оно будет найдено, либо им придумано именно через компьютер, либо благодаря компьютеру. Чего вам ждать от него? Ну вот она, вы птичка, которая садится на лошадку. Скорее всего, это будет какая-то действительно поездка, либо встреча, может быть, даже на какой-то нейтральной территории встреча, либо поездка вдвоем куда-то. Это то, что будет. Это ближайшие события. В отдаленном будущем я вижу, что вы с этим мужчиной немножечко начнете выравниваться. То есть мужчина начнет более активно действовать, а вы будете более поспокойнее воспринимать его какие-то слабости, особенности, не знаю, привычки. То есть вы друг к другу начнете притираться, начнете друг друга уже принимать и видеть такими, как вы есть. Мои хорошие, упаси вас Господь ругаться с этим человеком, ссориться, особенно по мелочам ссориться. Поймите, вы этими ссорами, вы как будто бы отменяете, либо отдаляете свое совместное будущее. Еще раз говорю, друг от друга вам никуда не деться. Вы должны быть вместе, вы должны пройти этот путь. Когда вы ссоритесь, когда вы ругаетесь, вы замедляетесь и отдаляете свое будущее. И его будущее, и ваше совместное будущее. Научитесь договариваться. Да, это очень сложно, это вообще, наверное, самое сложное договариваться. Но в вашем конкретном случае это единственный выход. Это единственный выход. Вы хотите ускорить события? Научитесь договариваться. Вы хотите быть счастливы с этим человеком? Научитесь договариваться. Понятно, что хочется все и сразу, и ему хочется, и вам хочется, но все и сразу, к сожалению, даже, наверное, в сказках не бывает, да? Все равно нужно проходить какие-то испытания. Поэтому, мои хорошие, здесь тайный замысел судьбы, я это вижу. Я вижу, что все идет к тому, чтобы вы были прям вместе, причем в браке вместе, в официальном браке вместе, и вы на правильном пути. Не надо так нервничать, не надо так переживать других мужчин. Они будут появляться, но не будут вызывать у вас интереса ровно так же, как и у него. Если другие женщины будут появляться, не будет никакого интереса. Вы друг для друга созданы. Высшие силы слепили вас. Да, вы сами видели в картах. Он змея, вы орел. То есть вы еще та парочка, такая острая, с перчиком парочка, но тем и интереснее будут ваши отношения. У вас, кстати, очень классная совместимость именно в интимном плане. Вам есть чем друг друга удивить. Развлекайтесь. Чувства есть, эмоции есть. Наберитесь терпения и научитесь принимать его таким, как он есть. Поверьте, этот мужчина еще вас удивит. И, кстати, удивит не раз. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.